Добрый день, драгоценные. Рады вас видеть. Вас немного, но я думаю, что пришли те, у кого горячие сердца и которые всегда ожидают от Господа. Вот и ожидайте. Бог верный всегда дает с избытком. И пусть сегодня вы получите более того, о чем вы даже помышляли. Более того, чтобы каждый в свою ситуацию получил слово от Господа. Тем более у нас такой сегодня благословеннейший муж Божий. Пастор Данияр, церкви «Живая вера», город Владивосток. Поприветствуем его. Поэтому, драгоценно, давайте мы вместе прославим Господа, потом будем слушать Слово с небес, будем вкушать эту пищу небесную. Руки к небу
Господь, мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы собрались сегодня во имя Твое, Господь, на этом месте. И мы нуждаемся в Тебе, в Твоей благодати, в Твоем присутствии, Господь. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты прикасался к нашим сердцам сегодня, чтобы Ты укреплял нашу веру. Господь, чтобы Твоя любовь сегодня изливалась в наши сердца. Господь, мы славим Тебя. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Поклоняемся Тебе. Потому что Ты достоин всей славы. Ты достоин принять всю славу и честь. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер, которые сегодня здесь, на этом месте. Благодарю Тебя, Господь, что Ты приготовил что-то особенное для нас в этом дне. Славим Тебя, Господь. И всю славу на этом месте мы воздаем Тебе, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Мне как-то неудобно, что-то вот слишком высокая кафедра здесь, людей не так много. Может быть, братья, кто-то помог бы вниз спустить кафедру? Сейчас поправка. Как бы так поближе к народу, да? Когда много людей, я понимаю, что удобно здесь на сцене. Слава Богу. Еще раз спасибо большое за прославление. Пожалуйста, можете присесть. И очень рад видеть многих из вас. Вот. Тоня, рад тебя видеть. Даша, всех. Слава. Вот. И когда мы поклонялись, такое слово пришло, что верный человек богат благословением. И второе, что вы, прилепившиеся к Господу, живы даны. Аминь. Знаете, очень важно нам прилепляться к Господу, потому что мы, бывает, прилепляемся к людям, еще к чему-то. Но мы должны прилепляться к Господу. Я заметил, что в Библии только 2 раза вот это слово встречается. Прилепиться. Прилепиться к жене своей, и будут одна плоть, да? И вы, прилепившиеся к Господу, живы даны. Аминь. Слава Богу, очень рад вас приветствовать. И немножко, кто не знает, я о себе муж одной жены, у меня 6 детей, слава Богу. И мы еще взяли 7-го ребенка недавно, 4 годика с детского дома взяли. Прям на нас похож, беленькие, голубоглазые, прям вообще копия просто. И что интересно, я никогда не думал, что чужой ребенок может стать как родной, знаете, потому что когда мы взяли, то даже запах был такой чужой, не родной, но сейчас просто Бог дал такую любовь, что он как родной, просто как родной. И более того, когда я домой приезжаю, мои особо не выбегают, только он один выбегает: папа, папа, и он меня провожает. Так что слава Богу, Бог благ. Аминь. Слава Богу, что вы пришли, и думаю, что Бог что-то приготовил для вас. И я знаю, что Бог обещал, что Он будет изливать на жаждущих. Аминь. Поэтому, если вы в субботу пришли, значит, вы жаждущие люди. Аминь. Слава Богу. Знаете, я хотел бы сегодня такую, мне кажется, очень важную тему поднять, с вами поделиться. И я верю, что Бог посылает время от времени в каждую церковь своих людей, которые какую-то несут благодать, определенную благодать, чтобы утверждать церковь в этой благодати. И вот Римлянам 1 глава, здесь написано 11-12 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общей
вашей и моей. Знаете, апостол Павел говорит, что я очень хотел увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Знаете, мы, каждый из нас, мы имеем два рождения. Мы граждане двух царств. Первое – это то, что мы здесь в России живем, мы граждане России. Второе – мы граждане Царства Божьего. И у нас есть двойное гражданство. Мы родились по плоти от своих родителей, да? Но также у нас есть рождение от Бога. Мы родились от Бога. Аминь. Написано, что вы не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. И когда мы приняли Иисуса Христа, мы родились от Бога свыше. Вы знаете, это очень важный момент, чтобы мы понимали, что мы не просто там Вася, Петя, еще кто-то, но мы еще дети Божьи. Мы рождены свыше. И это истина. Аминь. Ну, знаете, однажды, когда Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа, спросили, кто ты? Пророк ли? Кто ты? И знаете, что он ответил? Он процитировал Исаию 40 главу. Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Он не сказал, я сын Захария. Он не сказал, что он сын Елизаветы. Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. И, знаете, очень важно для нас отождествлять с тем, кем мы являемся во Христе Иисусе. Мы дети живого Бога. Аминь. И это очень важный момент. Понимаете, знаете, мы должны научиться принимать друг друга и смотреть друг на друга не просто как Вася, Петя, там, Наташа, еще кто-то, да, но что мы дети всемогущего Бога. И в каждом из нас Бог заложил определенное дарование. Аминь. И знаете, Иисус однажды пришел в свое Отечество, помните, Он пришел туда, где Он родился, и написано, Он не сделал многих чудес по неверию их. То есть они соблазнялись о Нем, написано, и они говорили, ну, мы же знаем Его братьев, да, мы знаем Марию, мы знаем отца Иосифа, плотника. Откуда у него эта премудрость, откуда у него сила? И написано, они соблазнялись о Нем. И Иисус хотел много чудес сделать, но Он не смог это сделать, потому что они были закрыты. Вы знаете, если мы что-то хотим от Бога получить, наше сердце должно быть открытыми. Аминь. И именно открытыми для того, чтобы получить что-то от Бога. Но каждый из нас, мы просто являемся каналом. Есть определенная благодать, которую Господь дал каждому из нас. Аминь. И сегодня я хотел бы поделиться с вами той благодатью, которая вот есть в моей жизни, и тем посланием, которое Бог мне дает. Вы знаете, я увидел, давайте мы откроем Ефесянам 3 главу и прочитаем 18-19 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Драгоценные, я уже, знаете, с 95-го года в полновременном служении. Это почти 27 лет. Я обратил внимание, что несмотря на то, что люди иногда годами ходят в церковь, но они все еще не утверждены и не укоренены в любви Божьей. Знаете, нам очень важно быть укорененными в любви. Нам очень важно понимать, что Бог нас очень-очень сильно любит. Аминь. Я вот об этом сегодня хотел бы с вами поговорить. Чтобы вы укоренились в любви Божьей. Аминь. Чтобы вы укоренились и утверждались в любви Божьей. И вот я верю, что сегодня Дух Святой будет это делать. Аминь. Я верю, что это послание для кого-то будет таким серьезным, большим откровением. И это вам поможет вообще улучшить отношения с Богом. Вы знаете, с самого начала дьявол попытался посеять сомнения в сердце Адама и Евы, что Бог недостаточно хорош, или Бог недостаточно их любит. Или дьявол такое сомнение посеял, что Бог что-то скрывает от Адама и Евы. Да, Бог хороший, но Он что-то от вас скрывает. И вот он посеял
в сердце Евы и Адама сомнение в Божьей благости. Вы знаете, что такое слово «благое»? На греческом языке слово «благое» написано «Бог благой», аминь, Бог благ. Благое или благость – это хорошо думать о ком-то. Благое – это значит хорошо думать о ком-то. То есть Бог думает о нас хорошо. Аминь. Я не знаю, что вы думаете друг о друге, но Бог думает о вас всегда хорошо. Аминь. И вот смотрите, как змея обманула Адама и Еву. Да? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды деревьев мы можем есть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Да, там я пропущу некоторые стихи. Но знает Бог, смотрите, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть он посеял сомнения, да, в их сердцах. Он сказал: Бог что-то хочет от вас скрывать. Он что-то от вас скрыл. Он не настолько благой, как вы думаете. То есть он посеял сомнения в благости Божьей. И потом они уже согрешили. Они засомневались в том, что Бог им сказал. Я верю, что, знаете, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он с ними общался, и Он говорил, кто они. Он утверждал их в том, кто они. И потом он на некоторое время пропал, и дьявол пришел и обманул их. То есть мы должны знать и понимать, что Бог, Он абсолютно благ, да? И смотрите, я хотел бы вот такую важную вещь сказать, что нас учат в церкви: держись за Бога, да? Не оставляй Бога, будь верен Богу. Я понял, что это немножко неправильно. Мы должны понять одну очень важную мысль, одно очень важное откровение, и вы вот просто запишите это откровение. Не мы держимся за Бога, Бог держит нас. Потому что, когда нам говорят «держись за Бога», делается акцент на наши усилия, понимаете? Мы должны держаться. Но если мы будем держаться за Бога, то мы можем отпустить. У нас может не хватить сил, у нас может не хватить терпения, понимаете? Но когда мы знаем и уверены в том, что не мы держимся за Бога, а Бог держит нас, то Бог, друзья мои, Бог обещает, что Он никогда и не оставит и не покинет нас. Аминь. И мы об этом сегодня будем говорить. Смотрите, то есть вот эта мысль: не мы держимся за Бога, Бог держится за нас. Аминь. Бог держит нас в своей руке. Знаете, вот в Библии нигде не написано, что ты не оставишь Бога. Нигде в Библии не написано, что ты не оставишь Бога. Нигде в Библии не написано, что ты не предашь Его. Но знаете, что в Библии написано? Евреям 13 глава 5 стих. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Это Бог сказал. Но нигде в Библии не написано, что ты не оставишь Его. Или ты не предашь Его. Но в Библии написано, что Бог тебя не оставит и не покинет. Вы знаете, самая, наверное, большая любовь, которая есть в мире, это любовь женщины к грудному дитя. Аминь. Это самая большая любовь. Любовь женщины к грудному дитя. Но смотрите, что Бог говорит. Исайя 49 глава, 15 стих. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Драгоценное, это говорит Господь. Так говорит Господь. И смотрите, задача дьявола посеять сомнения, сказать: знаешь, может быть, он Васю и не забудет, а тебя он забудет. Потому что ты вчера вот сделал что-то такое, что Богу не понравилось, и вот он уже тебя забыл. Знаете, дьявол всегда хочет посеять сомнения в том, что Бог сказал. Аминь. Но мы должны сказать, как должны противостоять дьяволу. Написано. Как Иисус противостоял дьяволу? Он говорил: написано. Я верю
не своим чувствам, я верю не то, что я переживаю своим делам, своим чувствам, я верю тому, что написано в Слове Божьем. Если Он сказал, не оставлю и не покину, независимо от того, чувствую я это или нет, Он не оставит меня. Аминь. Знаете, в Библии нигде не написано, знаете, вот история была, я когда был в Японии, мы с пастором Андреем Манжосовым, в одно время я пригласил его в Японию, мы поехали в Токио. Пастор Рот, там мы с ним немножко подружились, и уникальный человек, приехал в Японию, и когда говорили, что Япония это закрытая страна, кладбище миссионеров, и это говорили пасторы и служители. Он сказал, я не верю в это. Богу все возможно. И Бог дал ему стратегию, как проповедовать японцам. И на сегодняшний день у него около 2000 человек. За 15 лет, вы можете себе представить, за 15 лет сколько ваша церковь выросла? Или наша церковь? Они выросли до 2000 человек. И в основном это молодежь. В основном это молодежь. Потому что он научился слышать Духа Святого. Он научился слышать Бога. Все то, что невозможно человеком, возможно Богу. Аминь. Вы знаете, там была, когда землетрясение было, то спасатели нашли женщину. И под этой женщиной, то есть они услышали крик ребенка. И они начали раскапывать завалы. И нашли женщину, которая, под ней был ребенок. Он был маленький ребенок, 6-7 месяцев ему было. И он кричал. И мать, она была мертвая. И она вот, пытаясь спасти ребенка, она вот своим телом, она вот как бы так вот закрыла, да, своего ребенка. И она была сама умерла, но она спасла своего ребенка. И вот это и есть проявление любви матери к своему ребенку. Аминь. Оставит ли мать любимое дитя? Но в большей степени она не оставит. Но Бог говорит, даже если она оставит, я не оставлю. Бог дает нам такое слово. Аминь. То есть нету ничего больше, чем любовь матери к своему ребенку. Но Бог говорит, даже если она оставит, Бог говорит, я тебя не оставлю. Аминь. И, знаете, в Библии нигде не написано, что ты будешь верен Богу. Нигде этого не написано. В Библии не написано, что ты будешь верен Богу. Но знаете, что в Библии написано? В Библии написано, что Бог будет верен всегда тебе. Аминь. Смотрите, 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. Вас это ободряет? Знаете, это очень важный момент, потому что если мы будем надеяться на себя, на свою праведность, на свои дела, то у нас не будет чувства уверенности. Но когда мы знаем, что даже когда мы не верны, смотрите, написано, 2 Тимофея, 13 глава, если мы не верны Ему, Он все равно остается верным, потому что Он не может изменить самому себе. Давайте скажем, вау. Знаете, иногда люди разводятся, муж с женой поженились, там он изменил, и она говорит, я тоже пойду изменю. Чтобы вот ты почувствовал, как это больно. Или наоборот. Но Бог говорит, даже если ты не верен, а мы часто не верны Богу, мы часто не выглядим безупречными. Бог говорит, я все равно буду оставаться верным до конца. Это характер Бога. Аминь. Он остается верным. Даже когда мы не верны, Он все равно остается верным. Я хотел бы, чтобы еще раз вы могли как бы вот эту мысль закрепить, да, в своем разуме, в своем сердце. Не мы держимся за Бога, Он держит нас. Аминь. Вы знаете, в Библии нигде не написано, что мы должны заслужить Его любовь. Нигде. Нигде этого не написано. Титу 3 глава 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, плане возрождения, обновления Святым Духом. Он спас нас не за наши праведные дела, в новом переводе написано, которые мы совершили, а по своей милости через возрождающее омовение и обновление Святым Духом. Бог
нас спас. Потому, что мы этого заслужили своими делами. Наоборот, мы заслуживали наказания смерти. Он нас спас, потому что это было Его желание. Не по нашим делам. Аминь. Поэтому мы не можем надеяться на свои какие-то дела. Бог нас спас исключительно из-за Иисуса Христа. Ради того, что Он сделал на кресте. Аминь. Ради крови Иисуса Христа. Вы знаете, Бог не сказал нигде в Библии, что ты не будешь грешить. Как бы мы ни хотели жить свято, но в нашей жизни бывают какие-то разные моменты, да, какие-то грехи. Но Бог говорит: приходи ко мне. Приходи ко мне, мы разберемся с тобой, я помогу тебе. Знаете, как только человек согрешает, дьявол приходит и начинает обвинять. Он говорит: все, Бог тебя не любит. И он приносит осуждение. И это осуждение начинает нас отдалять от Бога. Но Бог говорит: сын мой, дочь моя, приходи ко мне такой, какой ты есть. Аминь. Приходи. И мы разберемся. Я помогу тебе, говорит Господь. И это не значит, что это дает нам повод грешить. Аминь. Потому что апостола Павла обвиняли, ему говорили: раз ты говоришь, что Бог нас все равно любит грешниками, значит, мы можем грешить. Он говорит: вы тогда ничего не поняли. Вы тогда ничего не поняли. Потому что когда ты понимаешь, когда ты видишь, как Бог тебя любит, тогда тебе не хочется грешить, и тебе не хочется огорчать Бога. Аминь. Вы знаете, если я люблю свою жену, то я не хочу огорчать ее. Я не хочу предавать ее. Аминь. Это сильнее, чем из-за страха не делать это. Потому что ты, если делаешь что-то из-за страха, если страха не будет, ты это можешь сделать. Но любовь сильнее, чем страх. И когда мы видим, как Бог нас любит, это хранит нас. Аминь. Это помогает нам. Поэтому нам нужно утверждаться в Его любви. Аминь. Смотрите, Римлянам 8 глава, с 31 стиха я прочитаю. Бог не против тебя, да? Аминь. Бог не против тебя. Он все время за нас. Он борется за нас. И Он заплатил очень большую цену, чтобы нас себе приобрести. Римлянам 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог не тот, кто обвиняет. Бог тот, кто оправдывает. Аминь. Кто? Иисус не прокурор. Бог не прокурор. Иисус не прокурор. Он адвокат. А дьявол, он осуждает. Что-то не так сделал, он сразу приходит с осуждением и говорит: все, Бог тебя не любит. Все, Он теперь на тебя не будет так косо смотреть. Знаете, он сразу начинает обвинять. Для чего? Чтобы ты начал отходить от Бога. Вы знаете, если у вас, если есть дети, да, вы понимаете, что когда дети что-то плохо сделают, когда им плохо, вам еще хуже. Аминь. Когда с детьми что-то не то происходит, когда они уходят из дома, когда они начинают там какой-то вести образ жизни, плохой образ жизни, вы что, отвергаете своих детей? Ваше сердце еще больше за них болит. Вы знаете, моя мама, она любила нашего, у нас 3 брата было и сестра, и она младшего брата любила больше всех. И у меня всегда было чувство ответственности, что она как бы меня недолюбливает. И это вот на протяжении 20 лет было у меня такое чувство. Все внимание было к младшему брату. Все хорошая одежда ему доставалась. Все лучшее доставалось ему. И вот я недавно был дома, я говорю: мама, мне вот все время казалось, что ты младшего любишь больше, чем меня. Она говорит: да нет, младший-то переболел менингитом, и она с младшим была в больнице, она большую часть времени провела с ним. Почему? Потому что он был слабый. Одному брату приснился такой сон. Он говорит: я смотрю, идет Иисус. Одному, он говорит, просто улыбнулся, другому похлопал по плечу, а третьего обнял и стоял вместе с ним. А он говорит, он мне просто улыбнулся, а другого похлопал по плечу, и одного просто обнимал. И стоял с ним. И у меня, говорит, такое огорчение было. Я подумал: Господи, что ты любишь меня меньше, чем того, которого ты обнимаешь?
А Иисус ему говорит: нет, я улыбнулся тебе, потому что ты сильный. Тебе просто нужна моя ободрение, моя улыбка. А того, кого я похлопал по плечу, он нуждался в ободрении. А того, кого я обнял, он был слабый. Он нуждался в том, чтобы я его обнял. Понимаете, да? То есть, и вот мы должны понимать, что Иисус, Он, Бог нас любит, несмотря ни на что. Мы этого не заслужили. И никогда не сможем заслужить Божью любовь. Никогда. Никакими делами. Если мы хотим заслужить любовь Божью, у нас синдром старшего сына. Помните, у отца было 2 сына. Давайте мы откроем Евангелие от Луки. Аллилуйя. Давайте скажем аллилуйя, чтобы не уснули. И вот мы помним эту историю. У некоторого человека было 2 сына. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующая часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, прожег все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Когда он пришел в себя, он решил вернуться к отцу. И смотрите, он даже не надеялся, что отец его примет как сына. Но он подумал: хотя бы как наемник. Наемники там лучше живут, чем я здесь вместе со свиньями ем. Вы знаете, он не ожидал, что у него было чувство вины, чувство стыда. Он не знал, как вернуться домой. И дальше мы читаем, смотрите. Сын же сказал: вот и встал и пошел к отцу своему 20. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Знаете, отец не вот так вот стоял, не ждал вот так. Ну иди сюда, сынок. Че, все уже прогулял, да? Давай на колени, ползи ко мне. Может быть, я тебя прощу. Знаете, у многих, к сожалению, вот такое представление Бога. Здесь написано: отец увидел его издалека и побежал ему навстречу. А как он его увидел? Значит, он каждый день смотрел и ждал своего сына. Знаете, вот эта история, она для меня очень близкая, потому что у меня бабушка, она была для меня отцом и матерью, и я ее очень сильно любил, и она меня любила. И я потом поступил учиться, уехал в город, она жила в ауле. Я приезжал 1 раз в неделю, она собирала свои вот эти, знаете, копейки, там, в узелок сворачивала, мне давала, я потом уезжал, я так приезжал. Потом через год я начал приезжать реже, студенческая жизнь, 1 раз в месяц, потом 1 раз в 2 месяца, 1 раз в полгода. И через 5 лет приходит телеграмма, что моя бабушка умерла. На похороны меня пригласили. Я помню, приехал, и я смотрю, бабушка лежит, и, знаете, я понимаю, что мне столько любви, я столько с ней хотел чем-то поделиться, но я понимал, что все, уже поздно. Я тогда получил такой урок, что мы иногда что-то откладываем, на завтра, но иногда может быть слишком поздно, чтобы что-то исправить. Лучше начни сегодня. Божье Слово, знаете, сегодня время благоприятное. Сегодня позвони, сегодня начни любить свою жену, заниматься своими детьми, потому что завтра может и не быть. А слово «завтра» — это не от Бога слово. Завтра начнем все сначала. А Бог говорит: сегодня время благоприятное. И тогда у меня был дядька, который, знаете, умел утешать. И он мне говорит: иди сюда. Вот видишь, там гора, такой, горы у нас были. И автобус 1 раз в неделю приезжал с города. И он говорит: видишь, там, 1 раз в день, извините, 1 раз в день автобус приезжал.
И говорит, она вот там садилась, там на горе, там где камни, видишь там камни? И полгода, каждый день она поднималась на эту гору и ждала, когда ты приедешь. И вы знаете, когда я вот эту историю читал о блудном сыне, когда я дошел до этого места, что отец увидел издалека и побежал навстречу сыну, я вспомнил свою бабушку, я как начал рыдать. Я пережил любовь Божью, знаете, Бог мне сказал, сын мой, то, что тебя бабушка любила, это я вложил в нее, в сердце эту любовь. И Бог начал мне говорить, а я тебя люблю намного больше, чем твоя бабушка. И я пережил любовь Божью. Знаете, когда мы думаем, что мы должны заслужить любовь, мы в напряжении, мы хотим угодить Богу, мы хотим угодить людям, мы напряженные, то есть у нас внутри есть напряг. И мы думаем, что если мы что-то будем делать, все так четко, все хорошо, значит, Бог нас любит. Как только мы перестали это делать, мы думаем, что Бог уже нас не любит. Но мы должны понять, что любовь Бога к нам независимо от того, что мы делаем или не делаем. Знаете, Бог сказал, ты ничего не можешь прибавить к тому, что сделал Христос. И ничего не можешь отнять к тому, что сделал Христос. Бог нас любит из-за Иисуса Христа, потому что Он любит своего Сына, аминь, который пролил за нас свою кровь. Вот спасибо, сестра, вот эта песня, которая вторая, как она там звучала? Не забывай, любовь Божья, да, и кровь Христа. У меня было 2 проповеди, я думал, какую из них проповедовать, и вот ты мне помогла с этой песней, я понял, что да, вот Бог об этом говорит. То есть ты ничего не можешь прибавить к тому, что Бог сделал. Аминь. Ты не можешь впечатлить Бога своими делами. Ты не можешь впечатлить Бога своими грехами или своей праведностью. Его только Христос впечатляет. Мы должны наконец-то это понять. Аминь. Но смотрите, там же был не только младший сын, там был старший сын, который, смотрите, и вот он и сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Он не сказал, идите, принесите вот то, что от старшего брата ему досталось. Пусть он чувствует себя наказанным. Пусть у него еще какое-то время будет чувство вины. Понимаете? Люди так прощают. Ну пусть еще походит, пусть еще там посмеяется. Бог прощает абсолютно. Аминь. И смотрите, дайте перстень на руку его, обувь на ноги. Приведите откормленного теленка. Откормленного теленка в еврейской семье готовили для самого почетного гостя. Ему зарезали этого теленка, да, и они начали веселиться. Сын мой был мертв, я жил, пропадал, нашелся. И начали веселиться. Старший же сын был где? Он не был в кабаке, в ночном клубе, он был на поле. Аминь. И смотрите, здесь написано. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, призвав одного из слуг, спросил его, что это такое? Сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Но он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя его, звал его. Но смотрите, что он говорит, 29 стих. Но он сказал в ответ отцу, смотрите, вот я столько лет служу тебе. Вот я столько лет хожу в церковь. А ничего не меняется. Вот я хожу, даю десятины, а ничего не меняется в моей жизни. Знаете, иногда, когда люди думают, что он все должен правильно сделать, чтобы что-то получить от Бога, знаете, что его ждет такого человека? Разочарование. Бог хочет что-то тебе сделать хорошее не потому, что ты это заслужил, а ради Иисуса Христа. Ради Иисуса Христа. Ради Иисуса Христа. Ради крови Иисуса Христа, которую Он пролил. И ничего не может быть больше, чем кровь Христа. Знаете, когда человек что-то согрешил, дьявол приходит и говорит, а вот этот грех Бог не может простить. Да, вот те, да, а вот это нет. Это ложь. Потому что если мы исповедуем, если мы сокрушаемся, Бог может простить все ради крови Иисуса Христа. Вы можете сказать аминь? Аминь. И смотрите, и он говорит, да вот столько лет я служу тебе, и ты даже не дал мне козленка. Да? А, он говорит, и никогда не приступал к приказанию. Такой был правильный парень, знаете, все правильно делал. Собрание не пропускал, все четко, все.
Но, знаете, была одна проблема. В доме отца он не чувствовал себя сыном. Вот в чем была проблема. Он думал, что он раб. Знаете, есть отношения у Бога, у людей с Богом, как раба с господином. О, господин, да. О, я должен это сделать. О, я должен угодить Богу. Если ты чувствуешь себя рабом в доме отца, ты однажды взбунтуешься. Раб всегда придет к бунту. И смотрите, и вот он говорит, отец ему, да, а когда этот сын твой, смотрите, когда ты живешь в самоправедности своей, да, ты думаешь, что ты заслужил, что ты заработал своими праведными делами, там, деньгами, десятиной там, и так далее, ты будешь превозноситься над тем, кто как бы в твоих глазах не такой. А это твой сын. Я же не такой, я на поле. А он откуда вообще пришел? И ты для него заколол откормленного ребенка, а мне даже козленка не дал. Отец ему говорит, сын мой, ты, оказывается, ничего не понял. Все мое, твое. В любой момент ты мог повеселиться, но у него было сознание раба, а не сына. Вы знаете, драгоценные, я понял, что у нас у многих в церкви синдром старшего сына. Мы так смотрим на людей, на других. Я помню, мы во Владивостоке пригласили в церковь молодежь, неверующую молодежь, сделали концерт, у нас была группа известная в городе, во Владивостоке. В одно время у нас было музыкальное служение, молодежка собиралась, и они себя исчерпали. И у нас очень много талантливых ребят, я говорю, организуйте группу. В том числе и мой сын там песни писал. И они начали стали известными в городе. Клип сняли там и так далее. И потом я говорю, давайте на Рождество. Они начали дружить, их начали признавать другие группы в городе Владивосток. Владивосток очень привередливый город в плане музыки, да? То есть там много разных групп. Слава Богу, знать, он же музыкант, хороший причем. И, знаете, я говорю, давайте на Рождество дайте задание этим группам, друзьям, пусть они одну рождественскую песню приготовят. И такой был концерт, полный зал молодежи, как человек 300 было. И потом я говорю, а вы пригласите эту молодежь в дальние церкви и скажите, у нас есть для вас особенное слово, особенное послание. И пришло, наверное, человек 60 молодежи в церковь, неверующих. И они там выходили, курили. Там все там, представляете, неверующая молодежь. Эти пришли такие, знаете, вот с этими ирокезами, странными, с этими щеками и так далее. И я увидел, как наши братья и сестры брезгуют их. Такие, знаете, праведные. А эти вот пришли такие грязные. Они выходили, курили, мне потом выговор сделали, совет церкви, говорит, ты зачем это сделал? Что подумают вот эти вот соседи? Они курят, пьют. А я говорю, чего вы боитесь? Про Иисуса тоже говорили, что он вдруг мытарь грешит. А фарисеи ходили, знаете, такие говорят, ой, не подходи ко мне, я слишком свят для тебя. И, драгоценный, я понял одну такую вещь. Я помню, молился о росте церкви. Во Владивосток приехал, мне сказали, церкви во Владивостоке не растут. А в Неринге я передал церковь 500 человек, если кто знает. 500 человек я передал церковь. Я приезжаю во Владивосток, мне говорят, церкви не растут. Я думаю, раз не растут, так не растут. И смирился. И как я взял пост 21 день. Молюсь, и на 7-й или на 8-й день поста Дух Святой мне говорит, как ты думаешь, Иисус переживал за рост церкви? Иисус не переживал за рост церкви. И второй вопрос такой возник. А за что Иисус переживал? Чтобы спасти людей. Если ты думаешь о росте церкви, твои мотивы не совсем хорошие. Потому что ты хочешь, я пастор большой церкви, хочешь быть, или как? И Дух Святой мне сказал, Иисус просто любил людей так сильно,
что Он готов был умереть за них. Если ты также будешь готов отдавать жизнь за людей, также будешь их любить. Богослужение не проблема на полной церкви. Но сегодня люди, как в той песне, никто не хотел умирать. Мы приходим в церковь, мы хотим в своих лохмотьях, и мы хотим, чтобы... Мы не говорим, Бог, как ты можешь меня использовать? Мы говорим, Бог, как я могу тебя использовать? К сожалению. Когда апостол Павел встретился с Иисусом, он не сказал, что Бог ты мне дашь. Что он сказал? Что ты мне повелишь делать? И поэтому люди годами не меняются. Мы приходим в церковь, мы ожидаем, благослови меня, больше благослови меня, еще больше благослови меня. Одна женщина, бабушка, пришла в церковь первый раз, и там говорит, пастор говорит, после прославления, что вам понравилась церковь? Он говорит, да, мне понравилась вот эта песня, ты оплатил все мои квитанции. А песня была «Обратил печаль моих квитанций». А я не слышал, ты оплатил все мои квитанции. Я говорю, сестра, Бог оплатил все ваши квитанции. Это правда. Вот одной сестры муж тоже пришел в церковь. Мы, сестра, жена говорит, ну как тебе у нас церковь? Я, говорит, не понял, чего все время про эту Оксану поехали. Оксану. Ну такая, говорит, Оксана, познакомились все. Драгоценные, смотрите, мы думаем, что мы хотим заслужить, но как только мы хотим заслужить Бога, мы в поражение попадаем. Мы не можем это заслужить. Бог захотел спасти нас, написано, не по делам нашим, а по своей великой милости и любви. Аминь. И смотрите, написано, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонение, Римлянам 8 глава, 36 стиха. Ибо я уверен, смотрите, нужно быть уверенным. Апостол Павел говорит, что ни свет, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аллилуйя. Скажи аллилуйя. Аллилуйя. Никто не может отлучить. Знаешь, единственный, кто может отлучить тебя от любви Божьей, это ты сам. Твое неверие в то, что Бог тебя любит. Вот это может тебя отлучить от любви. Но никто другой не может отлучить. Аминь. И синонимы слова отлучить, знаете какие? Выгнать, выселить, выпроводить, вышвырнуть, увести, изгнать, прогнать, вытолкать, выпустить, извергнуть. Никто не может тебя от любви Его. Никто не сможет стать между тобой и Его любви. Аминь. И последнее, я хотел бы хорошую иллюстрацию показать. Давайте мы откроем с вами 2 Царств, 9 глава. Аллилуйя. Я чувствую, как благодать Божья больше и больше наполняет это место. Аминь. Смотрите, 2 Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Не остался ли бы еще кто-нибудь из дома Саула, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Аниелова, Лодевая. Лодевар, знаете, как с еврейского переводится? Пустынное место, где нет пастбища. И вот Нефифосфей был сыном Иоаннафана. А Иоаннафан заключил завет с Давидом. Вы немножко знаете, да, что такое завет? Бог заключил завет с Иисусом Христом, а мы были во Христе. Почему со Христом заключил завет? Потому что завет нельзя было нарушить. Мы бы не смогли с Богом заключить завет. Потому что Израиль заключил завет с Богом, и он его не смог исполнить.
Поэтому Иисус, как совершенный человек, и Бог с ним заключил завет. И в лице Он как представитель всего человечества. Аминь. И Он все благословения, которые Израиль мог получить и не смог получить, теперь принадлежат нам. И знаете, в чем проблема? Смотрите, здесь что говорит Давид? Я хочу оказать милость ради кого? Ради Иоаннафана. И Бог говорит сегодня, я хочу оказать милость ради Иисуса. Ради Иисуса. И смотрите, очень интересная история, что Мефибосфей, он был хром на обе ноги. Это был сын Иоаннафана, с которым Давид заключил завет. И Мефибосфея обманывали с самого детства. Они говорили, Мефибосфей, знаешь, кто виноват? Что ты хромой. Давид виноват, что ты хромой. Знаешь, что самый страшный твой враг? Ему говорили, Давид. И тебе ни в коем случае с ним нельзя встретиться. Если ты встретишься с ним, он убьет тебя. Почему? Потому что раньше, когда цари приходили, то они старались, новый царь избавлялся от детей предыдущего царя, да, от всех там его внуков, потому что это была угроза его царства. И вот Иоаннафан жил во лжи. Знаете, драгоценный, это очень сильный прообраз, потому что многие люди, они думают, что Бог против них, что Бог наказал их, а они не знают, что Бог не против человека. Бог хочет оказать милость, Бог хочет благословить, Бог хочет восстановить, Бог хочет вернуть все то, что дьявол украл. Аминь. И смотрите, что он говорит. Ради кого? Ради того, что мы этого заслужили? Нет. Ради Иисуса Христа. И, драгоценные, вот то, о чем я говорю, это и есть Евангелие. Нам не надо пугать людей. Нам нужно, люди, как этот Мефибосфей, они прячутся от Бога. Они думают, что Бог против них. Они думают, что все эти проблемы из-за Бога. Мы должны сказать им, нет. Бог ждет тебя. Отец ждет тебя. И смотрите дальше. И сказал ему царь, где он? И сказал сего царь, вот он в доме Махира, сына Мела, в Ладываре. Ладывар переводится с еврейского пустое место, где нет пастбища. И пришел Мефибосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид, Мефибосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, смотрите, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И смотрите, дальше. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мефибосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Знаете, у многих верующих, неверующих, низкая самооценка. Я пес, я недостоин. Бог говорит, нет, я хочу, чтобы ты был моим сыном. Я хочу благословить тебя. А мы, нет, я недостоин, я мертвый пес. Нам нужно принять то, что Бог хочет нам. Иначе, вот это, когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя недостойными, потому что мы не безупречны. У нас есть много проблем, о которых другие не знают. Но Бог-то все знает. И даже несмотря на это, Он говорит, я тебя принимаю. Не потому, что ты это заслужил, а потому, что я так захотел. Ради Иисуса Христа хочу это сделать. Ради Христа. И смотрите дальше. Аллилуйя. Вам нравится эта история, да? И призвал царь. Смотрите, он говорит, я тебе возвращу все то, что принадлежало Саулу. Драгоценное. Бог хочет возвратить человеку все то, что дьявол украл у него. Все. Аминь. И вот это есть послание, которое мы должны говорить, да? Во-первых, мы сами должны, как вначале я говорю, утвердиться в любви Божьей. И потом это послание говорит. Знаете, когда ты напомнил любовь Божью, легко говорить Евангелие. И это касается людей. Да? Там, когда мы раньше жили, слава Богу, сейчас Бог нам дал благодать, нам дали землю, как мы говорили с ним. Мы сейчас дом построили, за городом живем. Но
Вот когда мы жили в городе, во Владивостоке, там такой был маленький магазинчик, и там была очень злая женщина работала, продавщица. Я как не приду, она, знаете, не русских не любила, честно, но мне-то все равно. Она как меня увидит, и у нее какой-то, знаете, как шовинизм какой-то. И мне такая злость была на нее, ну такая, Потом я вспомнил, что это пастор. И, знаете, и однажды я был в духе, я зашел в духе, и я смотрю на нее, и я увидел несчастную женщину, просто кто мне показал, что она нуждается в любви. Я был наполнен Духом Святым, я ей говорю, вы знаете, вы как-то сегодня, говорю, так здорово выглядите, вы такая красивая женщина, оказывается. Она такая сразу. Ну, я это еще так, прическу не успела сделать. И Бог говорит, просто начни ободрять ее. Аминь. Знаете, мы с лицами, не вылезая, то убьет, но мир не спасет. Вот так вот. Да? Я просто начал ее ободрять. Прихожу, аллилуйя, слава Богу. И знаете, и потом через некоторое время я захожу в очередь, и она меня увидела, говорит, тебе не надо в очереди стоять. Я понял, будет надо. У нас одна семья, пастор с Находки, Даниил, с женой. Знаете, они такие любящие друг друга, знаете, они вот так вот за ручку ходят. Можно вас? Можно вас? За ручку подержать? Я шучу. И так ходят прям, так они смотрят друг на друга. Он ее так всегда так, на кресло садит. Спасибо большое. Знаете, я же в Средней Азии вырос, у нас так не принято. Я думаю, не верю. Просто они, играют, но они реально так любят друг друга. И вы знаете, у них была традиция, один раз в неделю он ее приглашал в один и тот же ресторан. И они там при свечах ужинали, он так, знаете, общались. И директор, владелец этого ресторана наблюдал за ним. И однажды подходит и говорит, извините, говорит, можно спросить, вы муж и жена? Они говорят, да, не может быть такого. А сколько вы живете? 7 лет. Не может быть такого. Да, 7 лет только все начинается, да? Как у Якова, да, с Рахиль, да, начинается. Это отдельная история, потом про это поговорим. И это было, знаете, как они продемонстрировали отношения любви друг с другом. И знаете, через некоторое время он спросил, а кто вы? И я пастор, это моя жена. И он заинтересовался, и он уверовал в Иисуса Христа. Теперь, когда гости приезжают, он всегда в своем ресторане всех встречает. Аминь. Знаете, мы не должны так. Иисуса любили грешники. Им было, знаете, рядом с ним комфортно. И они менялись, они плакали. И его называли другом внутри грешника. Драгоценный, я понял, что без любви, значит, не то, что идите евангелизировать, вы дали буклет 4 духовных закона, подходишь с таким каменным лицом, 4 духовных закона, потом этот человек тебя видит, и 10-я дорога. Аминь. Он бежит от тебя уже, ты за ним бежишь, он от тебя бежит. Знаете, нам не хватает любви. Почему? Потому что мы сами еще не переживаем его любовь. Мы сами не верим в его любовь. Поэтому так важно нам быть укорененными и утвержденными его любви. Аминь. Может, слава поиграющих. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Пусть Божья любовь изливается в ваше сердце. И я верю, что некоторые из вас, вы будете как такой, знаете, как через вас Бог будет прикасаться к другим людям. Аминь. Будет прикасаться к другим людям. У меня на 5-м этаже одну еще историю расскажу. Ты можешь кивать потихоньку, Слава. И 5-м этаже постоянно курил и бросал бычки прямо, а мы на 1-м этаже. И один раз этот бычок упал прямо к нам на балкон. Чуть, представляете? И я такой злой, и думаю, сейчас я ему... Я сначала ему хотел пепельницу подарить. Добром его спасти, да, но потом у меня добро на гнев сменилось. Я думаю, Господь,
На 2 минуты закрыл глаза, мне хватит с ним разобраться. Как только я так повернул, смотрю, он идет, с лестницы поднимается. Я такой выбегаю, знаете, хотел ему все высказать, какой он хороший человек. Такой выбегаю, говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, как ваши дела? И знаете, что он мне говорит? Вашими молитвами. Аллилуйя! И мы с ним подружились. Хороший мужик оказался. И он перестал курить и бросать рычки. И он на рыбалку ходил и постоянно мне рыбу привозил. Представляете? А если бы ему ухо дал, без рыбы бы ходил. Аллилуйя, Господь, мы благодарим и славим Тебя за Твою любовь, Господь. Славим Тебя, поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Дух Святой. Господь, мы благодарим и славим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Дух Святой. Дух Святой. Господь царствует, Господь здесь. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя любовь изливалась и забрали в себя. Дух Святой, прикасайся, обновляй. Просто Бог хочет обновить во имя Иисуса Христа. Бог хочет исцелить. Господь, слава.